Всем привет! Сегодня у нас по программе бицепс. Будем записывать упражнения на бицепс. И в первую очередь хотел бы сказать, что многие комментируют, что предыдущее видео было записано на казахском языке. Из-за этого многие подписчики не понимают казахский язык. Из-за этого хотелось бы написать следующие видеоролики на русском языке, так как наша аудитория — это страны СНГ, европейские страны, те, кто говорят на русском языке. И мы постараемся сделать субтитры на английском языке, так как есть еще иностранцы. И қазақ елін айтатыным, ренжімеңіздер. Осылай біз ғана көрмей, өстіп бүкіл әлем көрсін дегеніміз ғой. Сол үшін түсінетін шығарсыздар деп ойлаймын. Енді бүгінгі жаттығуымыз бицепс кривой грифтан бастаймыз. Первое упражнение на бицепс на кривой гриф. Разминку сделал. Уже легкими весами начинаем. Десяточки. О, стоят десятки. Так, блины. Блины были пятерки, теперь по десятке поставил. Вот так вот сейчас с каждым разом будем добавлять. Ну, получается здесь не полная амплитуда. До конца не открываем и качаем. Потому что нам углы открывать нельзя. Так, еще пятерочка. В конце статику держим. 4-5 секунд удержания. Так, чуть-чуть отдохнули. Теперь снова, вот, получается по двадцатке, где-то 50 килограмм тут. Так, снова по пятерочке сверху добавляем. Это еще разминка. Сейчас с каждым разом будем добавлять по 5 килограмм, пока не дойдем до рабочего веса. И на рабочем весе где-то 5 подходов будем работать с этим весом. Сейчас уже 60 килограмм. Также по 5. Так, 70 килограмм. Сейчас чуть-чуть отдохну. Минуты полторы. Потом уже думаю с этим весом работать. Примерно, да, 70 килограмм. Все, 70 килограмм. Давайте попробуем. Так, 70 килограмм нормально пошло. Думаю, можно еще добавить. Пятерку попробуем, тогда 80 килограмм сделаем.
Также отдыхаем и приступим к следующему подходу. Отлично пошло. Теперь будем работать с этим весом. Еще 4 подхода. Тяжело. Второй подход. Так, данное упражнение на бицепс делаю 1 раз в неделю. Вообще в межсезонье занимаюсь 3 раза в неделю. Это прошлая тренировка была кисть. Получается, через день это получается бицепс. Следующая тренировка у нас будет лучевая, либо боковой нажим, работа на блоке. Многие спрашивают это упражнение, как я работаю на столе. На следующих видео постараемся снять видео насчет работы на блоке. Думаю, все ждут, как я работаю. И получается, когда соревнование приближается, я уже работаю где-то 5 раз в неделю. Ну, общие физические упражнения добавляю. Например, первый день кисть сделал, следующий день уже общие физические. Спину качаю, либо ноги, плечи, всякое другое. И также бицепс. После бицепса также общее физическое что-нибудь. Ну, в принципе, упражнения те же, но какие дни я отдыхал, тогда я уже общую физическую подготовку делаю. Жим лежа, трицепс качаю усиленно. И где-то недели 2 остается до соревнования, уже большие весы бросаю. И уже работаю с легкими весами. И получается, железо бросаю, где-то дней 10 останется. И уже работаю больше на столе, борьбе уделяю много времени. И уже где-то дней 5 останется, я уже все, релакс, отдыхаю. Отдыхаю и чисто думаю о соревнованиях. И ничего больше не поднимаю, чтобы не грузились руки. Руки за 5 дней уже нормально восстановятся и уже готов к старту. И все. Еще подходов 3 осталось. Ну, сейчас чуть-чуть еще отдохнем. Тяжело дается, конечно. Надо выполнить оставшиеся 3 упражнения. 3 подхода, то есть. Следующее упражнение на бицепс, одиночка. Ну, отдельно на руках будем работать. Здесь больше работают боковые связки, углы. Сейчас мы работали там, в основном бицепс работает открытый. Здесь уже углы будем грузить. В таком положении. Также разминка тут идет. 20 килограмм я взял. Здесь получается к правому плечу надо тянуть угол. И в конце статика вот так вот. Так. 20 поработали, теперь
30 килограммов как раз здесь стоит. Также здесь 5 подходов на углы. Это при борьбе получается вот боком, боковое движение здесь, вот здесь грузит. Очень хорошее упражнение, мне нравится. Я каждый раз делаю после этого упражнения. Очень хорошо грузит углы. Ну, помимо блока, вот это вот упражнение хорошее. В целом, вообще очень хорошо работать на блоке. Получается, вот эти вот боковые движения. Но это я уже в следующем видеоролике буду показывать. Сегодня у нас чисто бицепс. Нормальный вес. А руки упираем, потому что здесь в угол побольше грузится, чем стоя. Стоя ты вот этот угол не прогрузишь. Здесь уже к этому плечу будешь, если тянуть, тогда уже боковая связка будет грузиться. Так, 30 килограмм, думаю, нормально. Либо можно добавить еще 35 попробуем сделать, чтобы максимально загрузить. — 35 килограмм. Первый подход. И важно, когда отпускаешь, углы не раскрывать. Некоторые вот так вот отпускают и открывают. В армрестлинге нам важно углы, чтобы были закрыты и сомкнуты. Вот в таком положении. И когда берешь, вот так вот взял, положил, либо также поднял. Еще раз покажи, В таком положении. Берешь. Вот. И также ставишь. То есть не прямой. И вот так, прям сомкнувшись, надо взять, чтобы углы не открывались. И также потихоньку, аккуратно поставить. И все. Ну, я лично так работаю, чтобы углы не раскрывать. Так, также теперь первый подход сделали. Еще 5 подходов с этим весом. Прям максимально. Ну, вообще, надо выбрать вес, который, как я говорил, на 4-5 повторений, чтобы получалось. Это твой максимальный вес будет. Сегодня, как видите, я тяжелыми весами работаю. Так, следующее упражнение у нас статика. Будем с помощью лямки делать. Сейчас попробую 35 килограмм сделать, вам показать. Так. Сейчас мы до этого работали на динамике, теперь вот статика идет. Углы. Здесь больше на защиту идет. Ну, от 5 до 7 секунд можно здесь держать, удерживать. Одну руку может придерживать. Получается, статика у тебя рабочий вес. Не рабочий, но примерно показываю. Сейчас можем добавить. Так, 42 он стоит, 42 сделать. Вообще статику надо делать с максимальным весом. Чтобы ты 5-7 секунд, чтобы ты продержал углы вот эти вот. Больше на защиту идет.
До этого, когда на динамике мы работали, получается, там мы 35 делали. Ну, в принципе, то же самое тут движение, но тут можно большим весом делать, но только в статике удержания. Сейчас 42 килограмм пробуем. В спортзале вообще мне нравится одному заниматься, более сконцентрированно, либо с Ерики мне получается нормально заниматься. А когда кто-то просится вместе заниматься, у меня не получается, потому что мысли сбиваются, не могу тренироваться. И в основном, и чужие залы, когда меня зовут, тоже не могу там заниматься, потому что там атмосфера другая. Я, получается, не в своей кухне нахожусь. В общем, когда кто-то просится, я их зову. В основном, когда я отдыхаю, когда я сам не занимаюсь, тогда я их зову, чтобы более сконцентрированно к ним подойти, показать. А когда я уже на большие соревнования, когда готовлюсь, тогда уже меня вообще беспокоить не стоит, потому что мне нужно правильно подготовиться, потому что у меня времени нету, и надо показать лучший результат, так как результат важнее. И работаем на качество. Это не так, что ты пришел в зал, что-то поднял, ушел. Там надо, если ты пришел в зал, надо уже делать, работать. Если не получается, то надо пойти отдохнуть и на следующий день прийти обратно сделать те же поставленные цели, задачи. Я, например, прихожу в зал с целью, что я должен поднять вот такой вес. Если я не сделал тот вес, ну, приблизительно, либо я должен удержать тот же вес хотя бы в статике. И в следующий раз я должен добиться этого веса, этих результатов. И тогда я только знаю, что я могу показать хорошие результаты на соревнованиях. Путь к победе лежит через тренировки, работу. Правильно надо тренироваться, питаться. И правильно надо подойти к этому. Некоторые говорят, что вроде бы я готовлюсь, но такие веса поднимаю и на соревнованиях показываю такие плохие результаты. Соревнования вообще есть процесс, соревновательный процесс и тренировочный процесс. Без одного другого одно не получается, ну, выиграть не получается. Некоторые есть люди, которые чисто на соревнования ездят и могут выиграть тех, кто чисто в зале тренируется, потому что у них есть больше соревновательного процесса, там, больше опыта, больше техники. Я считаю, что даже мне говорят, зачем ты на эти соревнования поехал, там же ты все равно выиграешь. Я говорю, для меня нужен процесс, чтобы я мог опыт получать, чтобы не отвыкал от соревнований, от борьбы, потому что у нас в зале здесь не с кем побороться, из-за этого я стараюсь, как говорится, на водокачке ездить и соревноваться там. Ну как, Дмитрий Трубин говорит, поехали в Америку, там выступили на каком-то водокачке, выиграли по $5000. Говорит. Ну, вообще стоит ездить на всякие соревнования, выступать. Сам процесс хороший там. Я думаю, это вот правильное движение. Так, приступим к следующему подходу. Тяжело получается, так как снимает камера. Вы не подумайте, что у меня есть какие-то секреты. Просто мне нравится одному заниматься. Наушники одел, ушел, потренировался, сделал свое дело, ушел.
Сегодня что-то тяжело получается у меня. Так, мы сделали, получается, статику. 3 упражнения сделал, 3 подхода, то есть всем рекомендую делать статику всего 3 подхода, так как там грузятся связки, чтобы связки не повредить, не стоит больше работать. Также на изометрии, ну, изометрию после следующих видео будем показывать. Кажется, я уже показывал в прошлом видео. Изометрию тоже 5-7 секунд надо держать. Это получается трос тянем на неподвижную поверхность. Куда-то надо прицепить и тянуть. Там тоже связки работают. Если сильно тянуть, то можно порвать связки. Из-за этого стоит не больше 3 подходов делать там. Так, после у нас последнее упражнение получается на перекладине, подтягивание. Здесь обычно я делаю с отягощением, либо, ну, по желанию. Например, я сегодня не хочу с отягощением делать. Сейчас чисто растянусь, там поработаю на бицепс. В таком положении. Также 5 подходов с отягощением. Получается, веса надо подобрать, чтобы ты максимум 5-6 раз чтобы сделал. Я, например, делал там 50 килограмм, 60. Иногда я вешу здесь и прошу кого-то, чтобы меня растянуло так вот, через спину вот так. Где-то килограмм 70, кто весит. Я их удерживаю, потом они меня тянут, чтобы меня растянуть. Тоже вот эти вот углы грузятся. Хорошо. Вот в таком положении держу, они меня тянут вниз. Все, спасибо, на этом наша тренировка закончилась. Прошу вас подписаться, ставить лайки, комментировать. Будем смотреть на ваши комментарии, читать. И будем следующее видео записывать уже, смотря на эти комментарии. Следующая тренировка будет у нас работа на блоке. Все углы будем работать, так что ждите. На следующей неделе, даст Бог, мы уже запишем. Спасибо, до свидания.